Приветствую всех, кто смотрит это видео. Мы продолжаем тему хакасского ренессанса. И на данном видео я хочу рассказать об одном из ярких символов, последних символов ярких, которые были исполнены в том контексте, который я сейчас и веду. Это хакасский ренессанс, хакасское возрождение. Я сейчас нахожусь на сайте фонда Ахулун, и давайте мы посмотрим, что же они представили, какие символы мы четко здесь видим. Но те, кто смотрели мои видео ранее, что имеется в виду под ренессансом, как это понимать, я отошлю вас к ранним моим первым 4 видео. Не буду тут рассказывать об смысле хакасского ренессанса, тут я лишь теперь указываю или подсказываю о том, что символами ренессанса, основными признаками его являются такие признаки, такие черты. Это же, конечно, великое прошлое, обращение к ценностям прошлого, к эстетике прошлого и к символам прошлого хакасского народа. И одним из таких символов на данный момент времени фонд Ахулун решил поднять явление Сартыхпая, или символ Сартыхпая, или миф Сартыхпая. Я не знаю, как это точно сказать. Почему? Потому что те, которые реализовывали эти идеи, они относятся к символу Сартыхпая не так, как я об этом преподношу, в данном случае, как это мифическое явление, допустим, да, Сартыхпай. Мы давайте посмотрим на эти символы, что тут есть. Конечно, один из ярких символов мы уже видели это в преддверии музея, Хакасского республиканского музея. Мы это видели на улице Ленина. Это символы прошлого, это мингиры прошлого. И в этом же стиле Ахулун реализовал некий образ Сартыхпая. Я еще раз повторяю, этот образ, он многими не ясен, многие не понимают, что это такое. И, конечно, хотелось бы видеть интерпретацию этого образа полнее. Но в данном случае я лишь констатирую внешние формальные признаки этого явления. Вы видите вот на картинке вот этот вот образ. Вот он. Этот образ, это образ богатыря, конечно же. Причем он исполнен очень интересно. В данном случае стиль исполнения, допустим, образа богатыря в виде человеческого воина. Это вот интересная подача материала. И второй образ — это нагрудный знак, ну, видимо, нагрудник. Тут уже человеческая личина, она исполнена в виде традиционных образов человека, как это делали уже художники древности. Иначе говоря, здесь сочетаются два стиля. Это современный стиль и древний стиль. Это очень яркий пример того, как реализуется идея возрождения. То есть четкое последовательное представление, что да, те люди, которые, конечно, это организовывали, конечно, подавали, они говорят, да, мы возрождаем именно наше прошлое в том виде, в котором есть. Ну и тут мы немного вдалеке видим, он не ясен на данной фотографии. Это опять-таки мы видим солярный знак. Тот символ, который есть везде или во многих памятниках прошлого. И этот солярный знак, он тут также использован. Вот четкие символы прошлого, то каким образом это явление присутствует в данном контексте, то есть в данном оба Ахулун. Далее посмотрим, какие еще, вот тут же мы, да, видим, что вот солярный знак здесь есть. Далее участники фонда, видимо. Ну и вот следующая фотография. Здесь мы видим два элемента. ЧЧП. Это символ коновязи. Конечно, на самом деле теперь никто здесь лошадей привязывать не собирается, естественно, но это символ коновязи. Правда, он реализован в другом контексте. Это наверняка некие ворота. Ворота
вхождение, возможно вхождение и общение с Великим Духом Сартакпая. Я так понимаю, если я неправильно это делаю, пусть меня поправят, но важны сами формы реализации, это опять-таки хакасские символы, это ЧЧП. Далее мы видим, что к образу, к древесному образу Сартакпай есть определенные привязки. Ну, это называется чаламе, это опять-таки хакасская традиция. Ну вот мы теперь видим ЧЧП в таком более полном изображении. Да, здесь можно уже увидеть детали реализации этого явления. Мы даже наверняка заметим тут элементы древнетюркского письма. Смотрите, тоже дань почитания прошлого. Я хочу еще обратиться к собственному видео, которое позволили мне отснять члены общества Холон. Это видео вот оно. И было мероприятие одно, на котором я присутствовал. И опять-таки заметьте, символы прошлого и здесь реализованы интересным образом. Но в данном случае вы видите элементы юрты. Элементы не только деревянная юрта, здесь элементы, часть элемента юрта. Это вот мы потом посмотрим еще на этом видео, оно есть в другом месте. А вот элементы той же самой юрты, но уже исполненные другими средствами. Это металлические каркасы, обтянутые специальным материалом, чтобы не промокал и не проникал дождь тем, кто находится внутри этой юрты. Но вот она, эта юрта, она уже реализована в таком виде. Конечно же, юрта это символ жилища, причем это древнее жилище. Никто сейчас, точнее говоря, в юртах современных, оказывается, сейчас не живут, но если кто-то строит жилище в стиле современной юрты, конечно же, тут сразу надо понимать, это дань почитания прошлого. Именно это такое знаковое положение. Далее давайте мы еще раз посмотрим на момент реализации явления почитания. Каким образом почитается дух Сартакпая в данном случае? Как это делается? Опять-таки элементы традиционного прошлого. Еще раз акцентирую на слове прошлое. Это почитание огня. Огонь один из важных символов в системе традиционного мышления. И почитание огня, конечно же, непременный атрибут любого традиционного мероприятия. И вы, конечно же, увидите Алгасчен. Вот это тот один из Петр Яковлевич Топоев, один из очень интересных людей, который также интересно реализует идеи возрождения. Это мастер музыкальных инструментов. И вот видите, что Алгасчес, он делает специальное приготовление и производится обряд почитания огня, во-первых, и духа. Конечно, у символа духа Сартакпай, и в данном случае почитается еще личность конкретного человека. Но в данном случае я сейчас говорю о Петре Ильиче Топоеве, потому что это мероприятие было посвящено ему. Это тоже важные символы. Я имею в виду еще раз про огонь, про то, что это специально было сделано приготовление, и, конечно же, Алгасче. Алгасче, допустим, да. Само мероприятие может провести как один человек, ну, как я вижу теперь на практике, иногда проводят один, иногда несколько Алгасче, по 2, по 3 человека. И они одновременно исполняют обряд кормления огня. Далее, что я хочу еще показать, какой символ. Ну, вы это видите теперь ЧЧП в
таком исполнении, да. Это вы видите сейчас. Так, немножко верну назад. Вот. Ну ладно, я думаю, мы все видели уже образ Сартахпая в данном случае. Давайте обратим внимание на один еще важный момент. Каким образом происходит система почитания? Это же, конечно, явление круга. Круг – один из важных элементов, традиционных элементов почитания кормления огня. Ну вот таким образом, что я хочу сказать? Я еще раз подчеркиваю идею прошлого, присутствие явления прошлого, даже в системе обряда. И оно явным образом присутствует. И смотрите, хакасы организовали специальным образом юридическое лицо, фонд, затем, чтобы возродить, именно возродить элементы культуры прошлого. Но я еще раз хочу обратить внимание также и на следующее. На самом деле, при возрождении, конечно, всегда привносится свое понимание того, что есть прошлое. Конечно, это всегда интерпретируется, и без интерпретации человек не может реализовать идею возрождения. Я хочу подчеркнуть идею, что на самом деле дух почитания Сартахпая, то есть почитание духа Сартахпая, или идея Ахулун, на самом деле это идея только современного хакаса. Вот это очень важный момент. Ранее почитали ли это явление или нет, мы точно не знаем и с уверенностью об этом сказать не можем. Современные хакасы лишь могут предположить, что возможно это было в прошлом. Да. Почему я об этом говорю? Потому что очень много фактов говорят о непонимании этого явления Ахулун. Почему идет непонимание? Потому что в традиции этого не было. Не было почитания такой системы. Да, мы понимаем, что было почитание неба. Мы знаем по работам Майнагашева Степана Дмитриевича, почитание бельтырами неба, да. И там описан, очень четко описан, как этот обряд был проведен. Но в советский период времени многие хакасы просто не знали вообще, как все это делается. И, разумеется, когда закончилась эпоха, определенная эпоха, когда обрушился СССР и не стало этого государства, люди стали возвращаться к истокам, к ценностям своего традиционного прошлого. И как это понимают, и как могут, и как это видят, конечно, современные хакасы пытаются это реализовать таким или иным образом. Что есть на самом деле Ахулун, многие, конечно, не понимают, и это ярко показывает очень обостренная дискуссия на сайте hakasi.com между определенными лицами даже, людей, которые участвуют в попытке представить идею, что же есть такое Ахулун. И здесь есть разные мнения, и я сейчас просто возьму одну из или несколько цитат, несколько примеров, которые показывают, что идет непонимание. Вот, очень яркий пример. Йор пишет: Тагир Сибдей, очень жаль, что вы не поняли, какое значение имеет установка Ахулун. Вот, не поняли. Действительно, каждый понимает по-своему. И тут же Йор четко дает понять форумчанам или читателям, что это возвращение духа Сартахпая народу. Вот поэтому я и в данном видео употребляю этот термин возвращение духа Сартахпая. Что означает возвращение духа Сартахпая и что такое дух Сартахпая, это тоже пока многим непонятно. Но я зашел на сайт, к сожалению, на сайте я не нашел эту информацию, поэтому подтвердить или сказать что-то я не в состоянии.
И далее идет острая дискуссия насчет того, почему же Сартыхпай вот этот символ обрезали, то есть его пытались уничтожить, но в общем было явление вандализма. Это говорит опять-таки о непонимании. Конечно, само действие, оно очень неприятно, и понятно, что это неестественное положение в социальной среде, да и в общем это неприятно, да, для человека, для любого человека, думаю. Но непонимание, сам факт, то есть крайнее выражение протеста, кто-то ведь сопротивляется этому явлению, да, сопротивляется каким-то образом, он выражает, человек не умеет, допустим, вести нормальную дискуссию и попытаться понять даже не хочет, и он проявляет крайне экстремистский вариант выражения своего неприятия этого явления. Вот это и есть новизна вот этого символа. Это еще раз доказывает о том, что символ Ахулун, конечно же, это новое явление. Это есть суть Ренессанса. Потому что привычное европейское мышление, оно против этих явлений. Почему? Потому что есть привычные нам традиции, определенные конфессии, религиозные традиции. Допустим, кто-то верит в ценности православия, кто-то верит в иные ценности и так далее. Кто-то вообще ни во что не верит и не принимает это никак, просто человек так называемого рационального мышления. И, соответственно, каждый действует и относится к этой вещи по-другому. Но, еще раз хочу сказать, что Ахулун, конечно же, яркий пример, именно яркий пример того, что это является сутью возрождения или Ренессанса. Почему? Потому что попытка представить ценности прошлого или сохранить ценности прошлого в современной интерпретации. Ну вот об этом я хотел сказать на этом видео. И еще раз подтвердить идею, научную идею, хочу еще раз акцентировать внимание. Научная идея хакасского ренессанса, в данном случае я привел пример реализации традиционного мышления, пример реализации именно вот какого-то сакрального действия, мифического образа Сартыхпай. Спасибо за внимание тем, кто смотрел. С вами был Сибдей Том. Подписывайтесь на канал. Дальше я буду говорить о хакасском ренессансе, о других явлениях, о других примерах, о других людях. В общем, смотрите, кто интересуется этой темой. Спасибо за внимание.